Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав. Сегодня я с моим другом Иннокентием приехали на рыбалку на ряпушку. Вот такой вот балок ребята замечательный построили. Вот так вот. На берегу великой могучей реки Лена. Вон там уже рыбаки какие-то ходят. Вот. Река вот-вот должна с минуту на минуту встать. И чтобы не пропустить этот момент, как всегда, мы приехали в ожидании. Ожидать. Какие-то небольшие проблемы с замком, видимо. Вот такой балок. Рыбацкий балок, посмотрите. На таких здоровых санях. Ручки от двери нету, не оказалось, к сожалению. Но это особенность местных строений, чтобы медведь не заходил, по всей видимости. Чтоб медведь не заходил и дети, чтобы не лазили. Вот такие у нас вещи с собой. Обязательно топорик. Сейчас мы ее выломаем. О! Слушай, красота. Тут и дров куча. Четыре кровати, шкура, все есть. Окна надо открыть. Здесь еще две кровати. Ну, мы сегодня вообще как короли ночуем, я так полагаю. Да, здесь еще один может спать спокойно. Эта дверь закрывается. Смотри-ка. Может, плотнее еще закроется. Ну, замечательно. Давай здесь перчатки подложим. Одну перчатку. Все. Отлично. Половины нам хватит. Щиток. Свет включаем, да? Вот. Электрощиток. Здесь вот эти все включаем, чтобы у нас свет был. Вот. И выключаем, когда уходим. Вот поэтому включается. Геологический балок или это какой? А мы сейчас узнаем, чей это балок. Это их же балок, вот. Ихний балок. Вот кто все затеял. Будем иметь в виду. Ладно. Молодцы, ребята. Ребята молодцы, что построили здесь такой балок с видом на реку. То есть можно выходить, стоять, смотреть. Мы еще дрова привезли из Жиганского, кучу. В общем, начинается ряпушка так. Второй раз уже приезжаем. Вот. И вот во второй раз мы уже сюда закинули вещи, кое-какие вещи. Первые груза, отмечать места, где будем ставить сети, и пару сеток. Вот посмотрите, во время ледостава вот такой вот наледь вот такая выскакивает подо льда, вдоль берегов. Вот. Сейчас мы приехали разведку сделать. Пока
Да, уже местами потихоньку уже встает. Иннокентий сказал, сегодня ночью встанет река. Вон там люди уже сеть ставят. Вот. Смотрите, вот. Ходят. Метров 200. Затопили балок, приехали сюда, размышляем. Вот чьи-то уже, вот это уже чьи-то. Здесь ветки приготовлены, чтобы помечать сразу. Вот шуга пошла. Идет шуга, жесткая шуга идет, ребят. Жестоко. Очень густо. Вообще чистых мест вообще нету. Самый дефицит для нас чистые места. Вот сети ставить. Ветер страшный начинается подниматься. Бывает жестко. Пальцы мерзнут сразу. Чеет. Но снимать надо. Надо снимать для вас. Вот, друзья, пришли в балок. Тепло. Иннокентий вот сейчас будет угощать Байная. Вот у нас тут лук зеленый, зайчики. Любимая еда наша, икра кабачковая. Всякая есть икра, но самая наша любимая кабачковая. Особенно Иннокентий ее обожает просто. Вот. Ну и он гачатину сделал с этими. Ну и такая вот магазинская еда тоже есть. Вот чаи будем пить. И в общем съездили, проверили, съездили на разведку. Завтра утром в 7 выдвигаемся, будем пробовать пробиваться. Ну вот, дорогие друзья, уже светает. Мы с Иннокентием вышли позаранку. Вот этих кустиков подрубили. Вот я стою на льду. Посмотрите, вот сейчас вот сегодня ночью было тепло относительно. Луна еще светит. Вот мы идем по торосам. Никого еще нету из жиганских. Только мы первые приехали. Мы здесь ночевали недалеко, потому что вот река ночью встала. Она встала вчера где-то в часов, наверное, 8, наверное, 9 где-то же. Ну, 8 точно уже стояла, по-моему. Вот. Так, вот начинают уже приезжать первые снегоходы. Небо уже прояснилось. 8 часов 12 минут. Я записываю трек. Здесь у меня все треки. Все места рыбалок. Вот, допустим, $450 метров осталось до 19 году, где мы рыбачили. 450 метров. Вот, друзья, отошли от берега где-то 600 метров, 700, и находимся уже на фарватере. Вот я стою на льду, на первом льду. Вот первые полянки вот такие вот пошли, и сейчас с Иннокентием будем отмечать их. Смотрите, как легко пробивается. Ну, меня держит, по крайней мере, я стою. Кеся, во, тураун мет. Танах. Так, сейчас разделимся тогда.
пойдем и вот это я пойду те помечу полянки. Так, все, сейчас я тогда, мне задание есть, я сейчас помечу вот эти 3, ну вот 2, да, вот эти, ну туда дальнюю не пойду. Наша задача вот так вот эти вот отметить до туда. Толщина льда, друзья, не очень толстый пока что лед, сантиметра 3, наверное, всего. Ой, 3, говорю, 2, если не тоньше. О, даже не заставила усилий, просто поставил пешки, она проткнулась. То есть надо быть все равно аккуратным. Вот в таких местах склейка хорошая, более-менее. Вот. А вот где чисто, там уже все. Так, ну что, мы с Иннокентием подошли к большому просвету. Вот так вот ходим мы. Вот эти вот все кусты. С собой таскаем. Как-то связки вот так. Самое неудобное это тащить вот это пешню. Где полянки чистые, надо вот ходить по вот таким маленьким льдинкам. Вот хорошая полянка. Ой, хрустнуло. Вот уже начинают приезжать первые рыбаки, вон они ходят вдоль берега, вот они идут все с вешками, кто как и мы, с кустиками, вот, с флажочками. С Иннокентием пришли вот на самую большую поляну, нашли вот такую огромную. Вот, там уже люди идут к нам. Короче, везде люди уже. Вон, посмотрите, он уже подходит со стороны горы. У нас вышли. Ну вот, друзья, пришли мы с Иннокентием с реки. Посмотрите, вон снегоходов куча, людей уже тьма на реке. Вот и они продолжают идти, не переставая, все больше и больше. Вот так начинается путина на Ряпушку, Жиганске. Здесь мы ночевали.
такой вот дом, балок такой. Здесь окно закрыто. Сейчас мы собираемся, едем на реку, возможно, воткнем сегодня сетки и уедем домой. Итак, подъехал наш напарник Андрей Аркадьевич, мой земляк. Вот, сейчас мы погрузили на сани 2 сети и прорываемся сквозь такие вот торосы. Вот. Ну как прогноз нынче, Андрей Аркадьевич, твой? Рыба будет? Конечно будет. Будет, да? Рыба, лед стал сегодня. Ага. Сегодня мы поставили вешки. Да. И идем сейчас ставить сети. Да. Ага. Все верно. Все. Баяндай, күнду катыргынан, көмүс катыргынан пылакта. Вот. Да? Он сказал заклинание на якутском языке. Вот сейчас вот нам осталось буквально метров 300 до хорошего участка. Вот прорываемся, посмотрите, какие огромные глыбы. Аркадьевич, вот туда подойди-ка, стань-ка рядом, чтобы видно было, какая глыба большая на твоем фоне. Вот такие торосы на реке Лена. Вот, посмотрите, видите, вот огромная, вот человеческий рост. Вот так вот. И большинство людей уже ушло, то есть кто пришел пораньше, поставили свои вешки, отметки и ушли. А мы сейчас сразу идем ставить сетку, пробовать вот так вот. Ух, с огромным трудом прорвались сквозь все эти торосы. Выдвигаемся к нашим местам установки сетки. Здесь люди до сих пор ходят, помечают свои участки. Вот. Кто-то вешкуется, кто-то чего. Ну а мы идем. Так, первая прорубь. Андрей Аркадьевич прорубается. Стоим на фарватере. Глубина 15 метров под нами. Или 12. Не меньше. Толщина льда сколько? Сантиметров 5. Да меньше. 3 может, да. 3 уже человека держит. Там лед какой-нибудь откинь в сторону посмотреть. Кусок. Колется лед легко, непринужденно. Якутская пешня. Древняя якутская пешня. Разве? Ну хватит тогда, хватит. Сети Андрея Аркадьевича. Сейчас посмотрим толщину льда, сразу определим. Ну и что там, разве 5 сантиметров? Так, это у нас сейчас опускание сетки будет с Аркадьевичем. Вот. Вот так мы ее привязали. Длина около, глубина здесь около 12-14 метров. Ну, Аркадий говорит вообще 17 метров. Давай. Так.
Ой, бутавра. Так, сейчас она должна утянуть. О, мене півста свого. Утянуть должна. Сеточка пошла. Главное, чтобы потня пошла. Тогда потянет. Вот эти вот. Тянуть должна. Хоп. Ну, к разгону дадим-ка. Разгончика. Хоп. Все, пошли. Давай. Конференция. Bu anne bir tası da o. Bir tası da var. Конечно, пошло. Все, пошла. Сеточка. Лед шумит маленько, ничего страшного. Если что, баллок затоплен. Высушимся. Вытащат, высушат. Вони кипячі. Да, ничего, пока нормально. Завтра хозяин придет, посмотрим, что скажет. Сетка. Сетки не наши, сразу говорим. Мы здесь просто работники. Да? Сетки не наши, так что, друзья, все нормально. Чужие сети. Проверять будем чужие сети. С Аркадьевичем будем проверять чужие сети. Сюда придет. А? Вообще идеально. Давай. Идеально ушла сетка. Здесь ничего не меняется, да? Аркадий что-то делает. Это что делаешь ты? Выравниваю сетку. Да мне кажется, она нормально выровнялась уже. Так, здесь льды подлаживаем. Ледышки в каждой стороне. Опа! Ледышка сюда. Опа! Ледышка вырубить. Здорово. Таптыры. Теперь дохун. Үдіке ғағырды. Таптыры. Все. Поставили. Чтобы замерзло, да? Ну. Все, осталась последняя сеточка, и на этом все, да? Вот такая вот, друзья, погода. Небольшой ветер южный. Ледостав первый. Ну вот, друзья, поставили сети. Первый день у нас довольно кропотливо прошел. Проснулись утром рано. Сейчас поставили сети вот с Аркадьевичем.
Иннокентий поехал встречать еще одного нашего напарника. Он прилетает сегодня из города Якутска. Завтра уже будем в полном составе. Завтра на лед все равно в снегоходах выезжать нельзя, поэтому будем все перетаскивать вручную. Вот, греться будем опять в балке, поэтому ждите сюжеты завтра. Будет интереснее проверка сеток. Так, друзья, вот настало утро. Тепло сегодня, 20 градусов. Снегоход довелся без проблем. Вчера вещи, которые привез, надо выгрузить. В общем, сейчас еду к Иннокентию и оттуда к сеткам поедем. Посмотрите, друзья, вот огромная щука. Тут на скидку килограммов, ну, десятка точно есть. Вот. В прошлый раз ребят поймали на скидку. Иннокентий поймал. Вот приехали к Иннокентию. Собираемся. И сейчас едем, собственно. Приехали в болото. Температура в балке за ночь, то есть за сутки. Вчера в это время мы отсюда вышли, и за сутки она не сильно опустилась. То есть балок предназначен полностью для зимнего проживания. Вот у нас новый наш, получается, напарник, да, Дмитрий, приехал из города Якутска. Вот сразу кушать начинаем. Ага. Первым делом. И поедем потом в Сити. Итак, дорогие друзья, приехали на вчерашнее место, где мы ходили, помечали. Сегодня уже выглядит все по-другому. Посмотрите, лежит такой снег, во-первых. Лед уже припорошило. Наши сети вмерзли. Сейчас будем проверять. Вон там рядом напарник, то есть кто-то есть. Соседи наши, так скажем. Места еще много. Вон, вот эта сторона вообще вся свободная. За нами, которые там уже сидят рыбаки, ждут. Пришел за пешней, собственно. Еще одна пешня где-то там должна стоять наша. Вот. Сейчас пойдем проверку сетки заснимем. Иннокентий с Дмитрием уже там прорубились. Вот. Так, сколько лед намерз за ночь? Сантиметров 5. Сантиметров 5. Ну слушай, это нормально. Значит, основной лед уже сколько? Сантиметров 7. 7-8. Нормально. За ночь так. Ну, с сегодняшнего дня будет холодать каждую ночь. Холоднее, холоднее.
Поэтому завтра я уже, наверное, палатку рыболовную завезу. Поставим палатку, чтобы греться поблизости в тепле. А так у нас балок находится вон там. Домик вон в тех, получается, вот распадок. И там вот дом. Вон снегоходов уже куча вообще ездит. Людей как комаров становится на льду. Ну как, Дмитрий, впечатление от проверки сеток? Bravo, alışveriş. Elimde balık var dedi. Антон ранги bir olur. В общем, говорит, что ему понравилось, очень хорошо, говорит. Одну рыбку, говорит, поймали на той сети. Так что они сегодня чемпионы. Где рыба, интересно? Ряпушка. Друзья, первая ряпушка. Но что-то она совсем без чешуи. Такое ощущение, что она уже икру отметала. Так, сегодня у нас Андрей Аркадьевич делает расколотку, да, просто? Ну, пока мерзлая. А, ты прям как стругать будешь, что ли? Конечно. А я думал, так нарежешь просто как колбаской. Ну, И все. тогда надо маленько оставил. Так, Первая это ряпушка. первая ряпушка обязательно съедается. Отрезаем нос. Для чего? Ну, Для того, чтобы она не скользила. Расскажите, пожалуйста, для чего? Вот, нос режем, чтобы Так. она не скользила. А, понял. А то, если с носом будет, она будет скользить. Будет скользить, да. Ага. И дальше как? Что это срезаем? Плавники, да? Срезаем, да, плавники. Шкура сама отойдет сейчас. Так. Как третьего. Она очень мерзлая, да, совсем? Вообще замерзла. Но сейчас мороз. А почему у нее нет чешуи? Сейчас. Интересный вопрос. Вопрос, конечно, интересный, но это у нас, как это считается, когда? первые баранатки так идут, они со льдом вместе идут. Баранатки все-таки или ряпушки? Ряпушки. Ряпушки идут со льдом, поэтому у них практически чужие нет. Местные. Их называют еще местными, да? Мы называем местными. Вау. Местных нету практически, а И прям мы сейчас ее съедим. видите, вообще нету чешуи. Да, видим, ага. А так вот это они с шугой вместе идут, поэтому вся чешуя стирает. Вот шкурку так сдираем спокойно. Вот. Все, шкурку содрали. Красота. Теперь режем как колбаску Вау. якутским ножом. Обязательно, да, понял. Смотрите, вот прям мерзлую рыбу как режет Андрей Аркадьевич. Сила какая у него. Вот, это силы не надо, это нож. Нож острый должен быть, да? Режет, как Так. говорится, как по маслу. Ага. И рыба сама тоже жирная, да? Сама режется тоже, да? Да, нормально? вот, поэтому вот сейчас мы, как говорится, попробуем первую Ну-ка, баранатку. давайте-ка. Репушку. Андрей Аркадьевич, видимо, не на ту рыбалку, что ли, ты приехал? Да, я на озере рыбачил, мы всегда. Там у нас пелеть, а по-нашему называется баранатка. Угу. Вот такая же рыба, чуть побольше. Угу. Тоже вот так строганины кушаем. Ну-ка. И просто вот так раз и съедаем, да? М-м-м. Прям, да? Ничего себе. Как Вкуснятина. суши, да? Как суши, да? Или вкуснее? Вообще. Первая На что похоже-то? ряпушка это есть первая, а? На что похоже?
Ну, строганина есть строганина. Ни на что не похоже. Похоже на строганину, да? Да. О, Ну-ка, давай-ка. Сейчас наш гость. Дмитрий, пробуй. соль есть, все есть. Вкусно, да? Очень вкусно. Ну, отлично. Иннокентий, будешь? Все, приятного аппетита. Спасибо.